Абдирахимас Хатырскоевича. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассматриваем несколько вопросов, которые имеют исключительно важное значение в плане обеспечения наших экономических интересов. Почему приглашены все министры? Я сейчас обращаюсь к министрам, которым кажется или может казаться, что это не совсем их дело. На самом деле это не так. Инвестиционная программа развития Республики Абхазия имеет ключевое значение для нашей экономики. Вы, как руководители ведомства, должны в известной степени в этом разбираться. Хотя бы для того, чтобы информировать наше население о том, что делается в этом ключе. Члены правительства в этом должны неплохо разбираться, потому как люди хотят иметь объективную информацию. Вы бываете в совершенно разных местах, являетесь публичными деятелями, поэтому вам необходимо в этом разбираться. О ходе реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, итоги первого полугодия, слово предоставляется начальнику управления капитального строительства Агрба Тимуру. Общий лимит финансирования инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия составляет 3 миллиарда 848 миллионов рублей. Лимит 2020 года 1 миллиард 310 миллионов рублей. Лимит 2021 года 1 миллиард 188 миллионов рублей. И лимит 2022 года 1 миллиард 350 миллионов рублей. В процентном соотношении по годам лимит 2020 года отработан на 99%, лимит 2021 года отработан на 85% и лимит 2022 года на 42%. Позже я остановлюсь на 2021 году и конкретно доложу о объектах, которые еще не ввели в эксплуатацию с лимита 2021 года. Пойду по районам. По городу Сухум в рамках инвестиционной программы реализуется 12 мероприятий на общую сумму 586 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 9 мероприятий на общую сумму 429 миллионов рублей. Не завершены работы по 3 мероприятиям на общую сумму 50 миллионов рублей. Это устройство асфальтобетонного покрытия по улице Джонуа. Остаток по объекту составляет 27 миллионов рублей. Необходимо завершить укладку второго слоя асфальтобетонного покрытия. Планируется, что ввод в эксплуатацию объекта будет до 30 июля 2022 года. Устройство асфальтобетонного покрытия по улице Абазинская. Остаток по объекту составляет 2,5 миллиона рублей. Работы по объекту завершены в полном объеме. Подписывается акт ввода в эксплуатацию. Срок ввода до 15 июля 2022 года. И устройство асфальтобетонного покрытия по улице Гулья. Остаток по объекту составляет 20 миллионов рублей. Основная часть работ выполнена. Ожидается укладка тротуарной плитки. Срок ввода в эксплуатацию до 30 июля 2022 года. Итого по городу Сухум в рамках инвестпрограммы 2022 реализуется мероприятие на 586 миллионов рублей. По Гагарскому району в рамках инвестиционной программы реализуется 16 мероприятий на сумму 1 миллиард 320 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 11 объектов на общую сумму 198 миллионов рублей. По Гагре не освоен лимит от 2021 года 20 миллионов рублей. Это парк Принца Ольденбургского. Работы там завершены. Сейчас подана заявка для оплаты остатка финансирования по объекту. Так, по Гудаутскому району в рамках инвестиционной программы реализуется 20 мероприятий на общую сумму 584 миллиона рублей. Введено в эксплуатацию 12 мероприятий. Осталось ввести в эксплуатацию. Так, не завершены работы по 2 мероприятиям. Это устройство асфальтобетонного покрытия город Гудаута, улица Эйская. Остаток по объекту составляет 4 миллиона 500 тысяч рублей. Задержка выполнения работ связана с тем, что на данной улице проводятся плановые работы МУП «Гудаутский водоканал», по завершению которых будет
завершена укладка асфальтобетонного покрытия. Срок ввода в эксплуатацию 15 августа 2022 года. Второе мероприятие, незавершенное в Гудаутском районе, это сети водоснабжения в селе Мкузырпа. Второй этап. Остаток по объекту составляет 8 миллионов 336 тысяч рублей. Для завершения второго этапа необходимо произвести укладку трубопровода протяженностью 2,5 километров. Хотел бы уточнить, в связи с чем такая задержка получилась. Мы в рамках реализации данного мероприятия по второму этапу предполагалась укладка 8 километров водопроводных труб. Актами технических решений в рамках финансирования мы укладываем 12 километров, то есть увеличили объем водопроводных труб, поэтому небольшая задержка по освоению у нас получилась. В Гудаутском районе также реализовывается 3 мероприятия. Это новый фон, капитальный ремонт разводящих сетей на сумму 100 миллионов рублей. Также капитальный ремонт сетей водоотведения, также 100 миллионов рублей. И капитальный ремонт разводящих сетей водоснабжения в городе Гудаута на сумму 66 миллионов рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком, ввод в эксплуатацию ноябрь 2022 года. По капитальному ремонту разводящих сетей мы предполагаем, что в сентябре уже все работы будут завершены. Итого по Гудаутскому району лимит финансирования инвестпрограммы составляет 584 миллиона рублей. По Гулерипскому району в рамках инвестиционной программы реализуется 25 мероприятий на общую сумму 395 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 24 мероприятия из 25 на сумму 282 миллиона рублей. Ведется в эксплуатацию еще один объект, 25-й объект в Гулерипском районе, это строительство полигона твердых бытовых отходов. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. По Сухумскому району в рамках инвестиционной программы реализуется 5 мероприятий на общую сумму 69 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 4 мероприятия на общую сумму 47 миллионов рублей. По мероприятию устройства асфальтобетонного покрытия улицы Денуара Асланзе стоимостью 22 миллиона рублей. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. В рамках все идет по графикам, то есть отставаний по данному мероприятию нет. В рамках инвестиционной программы реализуется 7 мероприятий на общую сумму 328 миллионов рублей. Введено в эксплуатацию 3 мероприятия на общую сумму 136 миллионов рублей. По мероприятиям МУК, устройство асфальтобетонного покрытия, село Меркула, устройство асфальтобетонного покрытия и водозаборные сооружения в селе МУК, сроки реализации ноябрь 2022 года, все в графиках, отставания нет. Освещение республиканской трассы Псоу-Ингур, также у нас по контракту на конец 2022 года, но мы первый этап практически завершили. Планируется, что 15 июля вся линия в 19 километров будет включена. У нас реализуется 5 мероприятий на сумму 70 миллионов рублей. Хотел бы добавить вот эти 176 миллионов рублей в рамках лимита 2021 года. Из них то есть практически большая часть этих работ выполнена и поданы заявки, остается с 2021 года у нас 59 миллионов пока в остатках. Это такие улицы, как Джонуа, там второй этап, улица Ейская и так далее. То есть из неосвоенных средств 2021 года 176 миллионов рублей, за вычетом 59 миллионов, все остальные заявки формируются и будут оплачиваться в течение месяца. Также хотел добавить, что за прошедший период 2020 и 2021 года мы освоили остатки прошлых программ, то есть программы 17-19 и программы 15-17, работ на общую сумму почти 600 миллионов рублей. То есть дополнительно, параллельно к новой программе существующей, мы еще и осваивали средства прошлых лет, и у нас сейчас уже практически прошлые программы закрыты, какие-то остатки остались, это экономия средств и объекты, которые уже реализованы и ожидают оплаты. Еще раз, подводя итог этому разговору, для меня непонятно, почему у нас такие цифры. Я ответ на это не получил. В связи с этим совещание сегодня, когда мы завершим,
министр экономики, подготовите мне пояснительную записку. Почему так? Глава администрации президента, начальник управления экономики, прежде чем эта записка попадет ко мне, сядете, хорошенечко все изучите. Если вы с этим согласны, поставьте свою подпись на оборотной стороне. Если после этой записки обнаружится расхождение с тем, что есть, тогда будем уже говорить на другом языке. Следующий вопрос повестки дня. О реализации плана мероприятий дорожной карты по оптимизации энергообеспечения Республики Абхазия. Информацию подготовила Луждан Кристина Константиновна. В рамках реализации дорожной карты абхазской стороной на данном этапе реализовано ряд мероприятий, в том числе принято постановление правительства об изменении тарифной политики с расчетом увеличения тарифов в течение 5 лет до экономически обоснованного. Утверждена отраслевая целевая программа о создании системы коммерческого учета электроэнергии Республики Абхазия в сетях единого оператора передающих и распределительных сетей Республики Абхазия на 2022-2026 годы. Предложения по внесению изменений в законодательство в сфере энергетики прошли все этапы согласования, внесены в администрацию президента Республики Абхазия. В настоящее время идет процесс доработки данного законопроекта. Также надо отметить, что реализация дорожной карты также является обязательным условием финансирования российской стороны в целом мероприятий программы соцэкономразвития. На данный момент в целях дальнейшей реализации предусмотренных мероприятий российская сторона направила абхазской стороне для согласования проект решения сопредседателей об утверждении целевых показателей реализации дорожной карты. Целью данного предложения является то, что на начальном этапе те целевые показатели, которые согласовывались сторонами, на данном этапе, скорее всего, придется менять, поэтому в данном случае проект был изучен абхазской стороной, и встречные предложения в конце мая были направлены российской стороне для изучения. На данный момент ожидаем позицию Минэнерго России и Минэкономразвития. Ожидается, что на следующей неделе эти предложения поступят. Ожидали, что будет сегодня, но пока еще Минэк эти данные не получил. Есть сложности в вопросе реализации программы по установке приборов учета, и это связано пока с определением источников финансирования. Рассматривается несколько вариантов, поэтому те средства, которые предусмотрены в бюджете этого года, заявка от Черноморэнерго поступила, будем ее, соответственно, рассматривать и реализовывать. Также пройдет проработка вопросов определения источников финансирования, которые могут быть направлены на реализацию данной программы. Для того, чтобы был реализован весь комплекс мероприятий, абхазской стороне осталось обеспечить принятие пакета нормативных актов республики в части изменений законодательства в сфере энергетики совместно с Минэкономразвития, доработать проект решения сопредседателей, его подписать и, соответственно, согласовать программу по реконструкции. Это перечень мероприятий, который был сформирован Черноморэнерго совместно с российской стороной, также находится на рассмотрении, но понятно, что финансирование всех мероприятий будет привязываться к реализации тех обязательств, которые я озвучил. В 2022 году, в соответствии с этой целевой программой, мы должны установить 22 тысячи приборов учета потребления электроэнергии. Так? На это потребуется примерно, если исходить из этого документа, из постановления Кабинета министров, 437 миллионов рублей. Какова реальная картина? Что мы можем реально сделать в этом году? И письмо, которое поступило из Министерства энергетики России, и те правки, которые должны быть внесены в межправ соглашения, позиция абхазской стороны, она кем-то будет поддержана. Документооборот – это хорошо. Мы решили, что установление приборов потребления электроэнергии – принципиально важная задача. Определили сроки, объемы работ, как у нас обстоят дела. Асан Георгиевич, одним из основных вопросов в дорожной карте было то, что предусматривалось заключение
долгосрочного контракта на поставку приборов учета с отсрочкой платежа. Значит, соответственно, Черноморэнерго за несколько месяцев провела очень большую работу для того, чтобы определить, на каких условиях возможно с российской стороной, с потенциальным поставщиком договориться о такой возможности. Российская сторона достаточно предметно изучала данный вопрос, и фактически около месяца назад данные предложения поступили в Черноморэнерго. Соответственно, Черноморэнерго, изучая эти предложения, обратилась к нам с вопросом относительно того, какие гарантии могут быть, что это решение будет принято, и мы начнем реализацию программы на тех условиях, которые были предложены здесь, в этом документе. Поэтому на данный момент те предложения абхазской стороны, которые мы направили в Минэнерго России, заключаются в том, что то количество приборов учета, которое изначально было предусмотрено в согласованных целевых показателей, не может быть реализовано без условия заключения такого контракта, потому что абхазской стороны в наличии такого источника средств нет. Соответственно, на данный момент мы ждем корректировку данного показателя, и, скорее всего, нас в этом вопросе поддержат, потому что источник финансирования на данный момент на такое количество не согласован. Если мы пойдем на отсрочку платежа, на тех условиях, которые предложены российским поставщиком, тогда, соответственно, мы уже в 2023 году будем иметь большее количество приборов, нежели то, что было предусмотрено изначально этими целевыми показателями. Мы должны сделать все возможное для того, чтобы эту тему закрыть. Или работать по этой теме, в смысле того, что мы деньги получим, или получить отрицательный ответ. В связи с этим даю вам поручение. Премьер-министру, да, в июле вам необходимо провести переговоры с Хуснуллиным лично, или он сюда проедет, или вы туда проедете, или по телефону, а лучше лично с ним встретиться, потому что такие вопросы требуют подходов руководителей такого уровня. У меня планируется большая встреча, поэтому до конца июля, будьте добры, проинформируйте меня о том, что сделано. Как прошла встреча, до чего договорились. Подводим некоторый итог. Есть возможность поставки в рассрочку. И самая большая проблема в этом году, если даже мы можем поставить 10 тысяч штук, установить уже хорошо, в 2023 году нам необходимы большие деньги, большая сумма денег, до миллиарда рублей для того, чтобы оплатить и установить так или не так. Это надо иметь нам в виду, где эти деньги взять. Если вот этого бюджетного кредита не будет, в бюджет мы заложим там 200 миллионов рублей, разницу где возьмем? Дорожная карта будет реализована? Программа будет реализована в таком случае? Она не будет реализована. И все, о чем мы говорим сейчас здесь, не будет иметь никаких перспектив. Это надо иметь в виду. Это надо довести до наших российских коллег. Если мы, а насколько я понимаю, в соответствии с дорожной картой, на эту дату 90% мероприятий, прописанных нами, реализованы, остался один вопрос, связанный с документом, который надо направить в парламент. Это единственное отставание, так? Это не повод для того, чтобы думать, что ситуация заморозилась. Абсолютно нет. Надо действовать дальше. Следующий вопрос. Очевидно, что впереди у нас дефицит в этом году. Как планируем его закрывать? В соответствии с теми мероприятиями, которые у нас с российской стороны согласованы, у нас определенный объем перетока заложен на 2023 год. В этом году мы выбрали все, что было предусмотрено в рамках социальной поставки. Совершенно верно. Поэтому сейчас мы консультируемся непосредственно с российской стороной по возможности решения данного вопроса, сокращения объема дефицита, если мы начнем переток ранее, и также вопросов возможности схемы двустороннего питания. Я думаю, что в данной ситуации Черноморэнерго с технической точки зрения более компетентно доложит, но пока работа ведется именно в этих направлениях. Кроме того, что попросить российскую сторону внести изменения в наши совместные планы, часть объема 2023 года перенести в 2022, других вариантов нет. Аслан Георгиевич, что касается российской стороны, задача обозначена, мы с ними ведем переговоры, ожидаем от них позицию. На первом может быть эта позиция? Какой дате? Ну, я сейчас не могу гарантировать, какую дату конкретно озвучит российская сторона, но я надеюсь, что они до конца июля определятся.
к этому вопросу, который мы сейчас обсуждаем, я так понимаю, что до конца июля что-то будет нам понятно? Александр Анатольевич, так это или не так? Ответ очевиден. Мы договариваемся с российской стороной о перетоке, за который будем платить. Или мы договариваемся с российской стороной о перетоке, за который не будем платить. Или в итоге мы будем выполнять дорожную карту, или не будем. Будем мы вносить изменения в закон об электроэнергетике, чтобы получить инвестиции, или мы это не будем делать. Другого ответа нет. Что касается заплатить, наша с вами практика показывает, что с этим у нас дела обстоят очень плохо. И давно. Заплатить мы ничего никому не сможем, даже при всем нашем желании. Нам бы заплатить тем, кто установит счетчики, своим хотя бы заплатить. Тогда выход у нас один. И понимание этой проблемы должно быть до конца текущего месяца. И мы должны готовиться к зиме. Следующий вопрос, о котором мы говорим уже достаточно длительное время. Ремонт линии Че-Гевара. Что мы можем и когда можем сделать для осуществления этих ремонтных работ? В данном случае этот вопрос как раз вписывается в схему переговорного процесса о перетоке, и те сроки, которые обозначили, и временной промежуток, который обозначил Черноморэнерго, это летний период и начало осени, потому что зимой ее сделать будет сложно. И, соответственно, если мы, это тоже сейчас в периметре рассмотрения российской стороны находится данный вопрос о возможности обеспечения перетока на период август-октябрь, для того, чтобы эти мероприятия были проведены. Соответственно, вот эти две задачи сейчас, если нам удастся с российской стороной согласовать и решить, тогда, соответственно, мы эти мероприятия выполним. Мы говорим, если не учитывать фактора Че-Гевары, что с 1 ноября нам нужен переток из России. Объем примерно 400 миллионов киловатт-часов. Теперь мы говорим еще о том, что нам нужен дополнительный переток для того, чтобы отремонтировать. Это на сколько месяцев? Если мы договоримся с российской стороной о перетоке с участием в том числе потребления и ГУРГЭС, и российской стороной одновременно на период 3 месяца, если начнем мы это в августе, то дефицит будет значительно меньше. Без серьезных инвестиций ничего не получится. Были времена, когда мы из собственного бюджета вкладывали в энергетику до 700 миллионов рублей. Таких свободных денег у нас сейчас нет. Свободные деньги, заработанные нашими гражданами в виде налогов, структурами, ушли в ковид и во многие другие дела. Если мы не создадим условия для инвесторов, понятные, прозрачные, мы же об этом говорим каждый день, и много уже времени, если не много лет. У нас нет энергетики, у нас есть провода, и то в плохом состоянии. Это для всей абхазской общественности должно быть понятно. Нужно вносить серьезные изменения в закон об электроэнергетике. С этим законом никакой инвестор в Абхазию не придет. И никто ничего не сможет сделать. Будет вечная долговая яма, будет вечная энергетическая кабала. Другого нет ничего абсолютно. И с этим нельзя тянуть. Это надо решать быстро и эффективно. Это будет понятно для российских коллег. Инвестиции мы ждем с Российской Федерацией. Наши многолетние переговоры по этой линии известны. Мы начинали переговоры с Интеррао очень давно. Если бы мы тогда пришли бы к единому мнению, сегодня ситуация была бы иной. Другого нет пути, Александр Георгиевич. Вы об этом сами много раз говорили. И в беседах, и во встречах. Вот об этом нам надо заботиться сейчас. Постоянные перетоки, постоянные долги, постоянный дамоклов меч, что мы не сможем зиму перезимовать, это уже становится очень тяжелой, навязчивой идеей, навязчивым состоянием. Ничем хорошим это не закончится. Я не прогнозирую мрачные вещи, но это реальность, с которой мы завтра столкнемся. Мы с ней столкнулись в этом смысле и сегодня, вчера и позавчера. Но у нас есть шанс вместе это исправить.
И что касается вопроса, связанного с поставками Росэлектроника и счетчиков, да, действительно сумма контракта, который был предложен Росэлектроникой, составляет более 1 200 000 000 рублей. Предполагается поставка в течение этого года, 23-го и 24-го в рассрочку. Там же заложена процентная ставка за пользование кредитными деньгами, соответственно, общая сумма 1 240 000 000 там, с копейками на 70 тысяч приборов учета. Однако, данная сумма включает в себя лишь стоимость приборов учета. Она не включает в себя стоимость мероприятий по установке данных приборов учета. Как вам известно, мы реализовали пилотный проект в рамках дорожной карты, когда были приобретены, опять же, в рассрочку приборы учета российской компании «Матрица», и они устанавливаются в городе Сухум. Значит, ситуация следующая. В городе Сухум сети находятся в наилучшем положении по сравнению со всей остальной территорией Абхазии. Соответственно, себестоимость установки одного прибора учета в городе Сухум, она в несколько раз ниже, нежели установка такого же прибора учета в ином регионе. Почему? Не во всех регионах, к сожалению, была возможность заменить те провода старые, которые есть, на СИП, поменять опоры, траверсы и прочее. В связи с чем, к примеру, на старые провода, которые есть, установить данные приборы учета не представляется возможным, так как они будут некорректно работать. Соответственно, мы должны обсуждать не только стоимость непосредственно приборов учета, но также стоимость работ по их установке, которая влечет за собой целый комплекс мер. Он либо сравним, либо по расчетам наших специалистов может превысить стоимость самого контракта по самим приборам учета. То есть получается, что если в городе Сухум это цифры в районе 2,5-3-5 тысяч рублей в зависимости от места на установку каждого прибора учета, то в регионе они могут достигать цифры 20 тысяч рублей и более при установке одного прибора учета. Соответственно, мы должны понимать источники финансирования не только непосредственно приборов учета в рамках данного контракта, если он будет заключен, но также источники финансирования работ по установке данных приборов учета. К сожалению, у нас сегодня у Черноморэнерго таких средств нет. По расчетам наших специалистов, установка 70 тысяч приборов учета всех вместе займет сумму около 1,5 миллиарда рублей. Но тут есть нюанс. Это цены, условно говоря, на нынешнюю дату. Почему? Потому что вся та продукция, которая должна быть закуплена не только в виде счетчиков, но и непосредственного материалов и оборудования для их установки, они также подвержены колебаниям. Если курс доллара 50 рублей – это одна цена, если он будет более 60-70 рублей – это другая цена. Поэтому эта цифра, скажем, условно говоря, на эту дату. В данный момент мы подошли к заключению соглашения с компанией «Матрица», которая ранее в ходе пилотного проекта поставила нам 1200 счетчиков. Мы договорились с ним... Обошлась установка 1200 счетчиков? В городе Сухум цена варьировалась от 2,5 до 3 тысяч в среднем, но некоторыми местами доходила до 5000 рублей за единицу установки прибора. Это включает в себя машины, механизмы, фонд оплаты труда, необходимое оборудование для их установки, прокалывочный комплекс целый. Вот. Что касается, значит, на данный момент мы с ними обсуждаем приобретение у них от 6 до 7 тысяч приборов учета в рамках тех 100 миллионов рублей, которые парламент заложил на этот год на счетчики. Помимо этого мы ведем переговоры с белорусской компанией, которая нам должна поставить от 1000 до 1300 приборов учета, но они иного типа, это так называемые внутриквартирные или внутриподъездные счетчики. Они дешевле, чем у компании «Матрица», поэтому мы стараемся максимальный объем взять. Компания «Матрица» то, что нам поставляет, мы в основном устанавливаем так называемые сплит-счетчики, которые ставятся снаружи частных домовладений. В этом случае у нас получается, что мы почти 9 тысяч приборов получаем. Мы увязали подписание контракта с компанией «Матрица» с тем, что если мы у них покупаем просто приборы учета на те средства, которые парламент заложил, соответственно, они нам должны дать еще 1000 приборов учета в рассрочку. Таким образом, мы сможем в этом году приобрести и постараемся установить, по крайней мере, до 10 тысяч приборов учета. Подвожу итог обсуждению данного вопроса повестки дня. Как мы и договорились, до конца июля мы должны иметь четкое понимание в плане вот этих денег, инвестиционный бюджетный кредит. Получим мы его или не получим. Продолжаем работу, связанную с подписанием договора по поставке приборов учета электроэнергии с отсрочкой платежа. Вопрос, связанный с изменением законодательства, мы с вами обсуждали. Я не настаиваю на своей редакции. Этот вопрос будет выноситься на обсуждение в парламент. Мы же
хотим получить результат, нам же понятно, что без инвестиций не обойтись. Мы же участвуем в этой работе не потому, что любим процесс. Мы должны получить результат. А для того, чтобы получить результат, в парламенте данные изменения должны будут пройти. И давайте в сжатые сроки готовить редакции, которые имеют перспективу прохождения и перспективу решения проблем. По Очегваре это все контрольные вопросы. В прошлом году с 1 октября по 21 декабря мы вступили в турбулентную зону. Если кто-то забыл, хотел бы вам об этом напомнить. В силу ряда причин. Турбулентность нам каждую осень не нужна, и она недопустима. Особо хочу подчеркнуть следующее. Мы должны полностью попробовать использовать свой переговорный ресурс. Александр Золотинскович, в этом вопросе многое будет зависеть от вас. Это никого не должно удивлять. Премьер-министр – это премьер-министр, а вице-премьер – это вице-премьер. Если это было бы одно и то же, у нас не было бы или премьер-министра, или вице-премьера. На что я хотел бы обратить внимание министра экономики и генерального директора Черноморэнерго. Понятно, что вам приходится нелегко. Только информацию можно давать объективную. Следующий вопрос о программе льготного кредитования. На данный момент нами совместно с Минэкономразвития пока подписан порядок отбора, реализации и контроля инвестиционных проектов, которые могут финансироваться в рамках этой программы. Российской стороной в настоящее время прорабатываются условия реализации российскими банками, в данном случае это ВЭБ и ВТБ, программы льготного кредитования. На данный момент пока до абхазской стороны не доведена официальная информация по ключевым вопросам, в том числе понятно, какая будет процентная ставка, гарантии и максимальные сроки реализации проектов по льготному кредитованию. Поэтому мы ожидаем позицию российской стороны. Вы знаете, в рамках командировки заместителя министра экономического развития данный проект тоже рассматривался и обсуждался. Должна состояться встреча с участниками данного процесса в Российской Федерации. Нам пока неизвестны сроки, ожидаем соответствующих предложений. Одним из условий реализации программы, вы знаете, было мероприятие, предусмотренное программой гармонизации. Это соглашение о признании проведения в исполнении судебных и арбитражных решений по экономическим делам. В соответствии с вашим решением соглашение было подписано 29 июня. В настоящее время с абхазской стороны степень готовности высокая с точки зрения нормативно-правовой базы. Но ожидаем позицию российской стороны, когда будет понятно, когда будет старт данной программы. А какие-нибудь проекты были согласованы с российской стороной? Конкретные проекты? Нет, мы еще ни одного проекта не согласовывали, потому что пока и нет информации о том, что мы можем куда-то что-то направлять. Пока ничего даже не рассматривалось. На что мы должны обратить внимание здесь, насколько это возможно? Первое. Уполномоченным органом определено Министерство экономики. Так? Пока это так. В таком случае есть у нас разность потенциалов. Принцип необходимо реализовать территориально. Особое внимание обратить к восточной части Абхазии. Нам эту восточную часть Абхазии необходимо поднимать. Это первое. Второе. Отраслевые принципы должны быть заложены. Они в программе есть, и это то, что мы должны попробовать провести. Окончательное решение будут принимать российские банкиры. Здесь, в этой аудитории, государственные деятели и народные избранники. В конечном итоге для нас важно, чтобы эти деньги работали в экономике Абхазии. Если мы станем перед выбором дать кому-то кредит или не дать, и не получается, значит, соблюсти те принципы, о которых я говорил, отраслевые или территориальные, то, конечно, я за то, чтобы деньги дали тому, кто может вернуть и развить бизнес. Мы не так богаты, чтобы от таких денег отказываться. В какую бы отрасль банкиры российские не решат направить. Обобщаете опыт того, что было, даете информацию к следующему совещанию,
каким образом программа была реализована.